Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка и литературы, 5 класс, 7 урок. Тема урока «Природа в устном народном творчестве». Отгадайте загадку, объясните смысл каждого предложения. Тройка, тройка прилетела, скакуной в той тройке белой, а в санях сидит царица, белокоса, белолица. Как махнула рукавом, все покрылось серебром. Читаем и пишем. Загадки, пословицы, поговорки, сказки – это произведения фольклора, устного народного творчества. В загадке называется не сам предмет, о котором загадка, а другой похожий на него. Рисуются яркие признаки того предмета, о котором загадка, по которым его можно узнать. Например, льется речка. Мы бежим. Лед на речке, мы бежим. Упражнение 42. Прочитайте, выполните задание. Дерево дорого плодами, а человек делами. Под Новый год пришел он в дом таким румяным толстяком. Но я с каждым днем терял он вес и, наконец, исчез. Маленькое дело лучше большого безделия. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Его весной и летом увидели одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки. Падают с ветки золотые монетки, здоровье дороже богатства. Все лето стояли зимы, ожидали. Дождались поры, молчали споры. Здесь даны загадки и отгадки и пословицы, поговорки. Работа в группах. Выпишите загадки, отгадайте их. Под Новый год пришел он в дом таким румяным толстяком, но с каждым днем он весь и, наконец, совсем исчез. Ответ – календарь в избе. Его весной и летом увидели одетым, а осенью бедняжки сорвали все рубашки. Ответ – дерево. Падают с ветки золотые монетки, листья же прахтар. Все лето зимы ожидали, дождались поры, покачались с горы. Ответ – санки, шанга. Как в народном языке звучат слова отгадки? В народном языке слова отгадки звучат как жауаб. Второе. Выпишите пословицы и поговорки. Дерево дорого плодами, а человек делами. Поступки человека дороже его слов. Маленькое дело лучше большого безделия. Лучше сделать немного, чем совсем ничего. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Не надо торопиться перед принятием решения что-либо сделать или сказать. Здоровье дороже богатства. Объяснить устно, чему учит каждая пословица и поговорка. Нет ничего важнее здоровья. Упражнение 43. Прочитайте текст, попробуйте превратить его в загадку. Обратите внимание, с чем сравнивается снежинка. Какие ее признаки называются. Запиши свою загадку. Посыпались с неба снежинки, кружатся в воздухе и падают на землю. Одна красивее другой. Вот цветок с 6 лепестками, вот звездочки с 6 лучами. Снежинки лепятся друг к другу, хлопьями ложатся на землю. Посыпались с неба на землю, упали. Вот цветок с 6 лепестками, да звезда с лучами друг к другу. Лепятся, ложатся хлопьями. Что это? Ответ снежинки. Упражнение 44. Отгадайте загадки. Запишите слова отгадки и переведите их на родной и английский языки. Сам себе бежит, а стоять не велит. Мороз в народном языке, аяз на казахском языке frost. Форст. Гуляет в поле, да не конь летает на поле, да не птица. Ветер в народном языке жель, на английском языке wind. На всех садится, ничего не боится. Снег в народном языке хар, на английском языке шоу. И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. И не в народном языке аяз, на английском языке форст. Кто угадай-ка, седая хозяйка тряхнет перинки над миром пушинки. Зима на родном языке вкус, на английском языке winter. Пословица – это краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл. Пословица содержит народную правду о жизни, о людях. В них ценится дружба, ум, трудолюбие, мастерство человека. Высмеивается лень, ложь и другие. Сравните, не спеши языком, а торопись делом. Поговорка – это яркое и меткое народное выражение. Не дается оценка человеку и его поступкам, событиям. Например, о хороших друзьях говорят, их водой не разольешь, живут душа в душу. Читаем и говорим. Работа в группе. Найдите в каждом тексте пословицы, подготовьте устное общее сообщение о них.
Раскрыв смысл, дополните полученный текст с информацией о казахских условиях, посвященных зимним месяцам. Составьте 2 тонких вопроса к тексту. А. Название декабря родственно слову дециметр. Оба эти слова образованы от латинского «детем», что значит 10. Дециметр – 10-я часть метра, а декабрь у времен был 10-м месяцем. Название этого сохранились, хотя месяц стал 12-м в последнем году. В декабре солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Декабрь год кончает, зиму начинает, так говорит пословица. А декабрь год кончает, зиму начинает. Декабрь является последним месяцем в году и первым месяцем зимы. С этим связана эта пословица. Январь году начало зиме, середка, январь первый месяц в году, с чего начинается Новый год. Кроме того, это средний месяц зимы. В июле до метели, под февраль полетели. В феврале идет пик зимы, бушуют морозы, в июле летели. Правильно, 45. Прочитать, отгадать только с зимней загадкой. Первое. Второе. 2 плетенки, 2 сестренки. Из овечьей пряжки тонкой валенки. 4. Здесь кто зимой холодной бродит, в лесу злой голодный волк. 5. На дворе переполох, с неба сыплется град. Упражнение 46. Прочитайте рассказ и ответьте на вопрос в текст. 7 одного не ждут. Как-то раз мы всем классом собрались в поход. Все ребята пришли, а Санжара не было. Мы ее подождали немного, но не дождались, пошли в поход без него. На другой день все весело делились впечатлениями о походе. Один Санжар молчал, ему стало завидно. «Почему вы меня не подождали?» – спросил он. Как мы его ответили? Ребята не подождали Санжара, потому что он опоздал, и опаздывать некрасиво. Это было неуважение по отношению к другим ребятам. Пишем и говорим. Упражнение 47. Спишите пословицы, объясните их смысл. Придумайте, опишите устно ситуации, о которых можно было их использовать. Когда снегом покрывать землю полностью, а по ней кто-то ходит, то всегда остаются следы. Много снега, много хлеба, много воды, много травы. Когда снег тает, напитывает землю, и весной все начинает расти, цвести. Готовьте сани летом, а терриву зимой. Данная пословица в этом, что ко всему нужно готовиться заранее. Любишь кататься, люби, саночки возить. Эта пословица говорит о том, что можно нести ответственность за все, что ты делаешь. Устное задание. Подберите и запишите 5 пословиц на одну из тем: дружба, труд, человек и его характер, родина. Подготовьте устный рассказ по одной пословице. Тема: труд. Кончил дело, гуляй смело. Без труда нет плода, ноги носят, а руки кормят. Воля и труд зимние всходы дают. Без дела жить, только небо коптить. Пословица: без труда нет плода, труд облагораживает человека, кормит его. Человек таким, как он есть, сейчас дело труд. Без труда мы не смогли существовать, питаться, хорошо и комфортно жить. Укажите верные в или неверные на ответы. Фольклор — это народное творчество — верно. Загадка по-казахски «жумбак» — верно. Пословица по-казахски «метель» — неправильно. Пословица по-казахски «махал» — верно. Поговор по-казахски «мат» — неверно. Упражнение 48. Составьте сегмент слов пословица. Пословица: мудрая и поучительная, учит, предупреждает, воспитывает. Пословица — это мудрость народа старая. Урок окончен. До свидания, ребята. До следующего урока.